Появляются новые подробности смерти таджикского младенца в Санкт-Петербурге. И эти данные рождают все новые и новые вопросы к правоохранительным органам России. Оказалось, что полиция нарушила законодательство уже в тот момент, когда изъяла ребенка у мигрантки и не передала его либо родственникам, либо в специальные органы опеки. В Санкт-Петербурге на законных основаниях проживает бабушка ребенка Мехренисо Назарова, которая заявила, что ее просьбу передать ей ребенка не удовлетворили. Более того, переданная ей бутылочка с молочной смесью была оставлена на подоконнике отдела полиции, а ребенок так и не был накормлен. Через некоторое время за ним приехала карета скорой помощи, и уже на следующее утро родители узнали о смерти младенца. Сейчас даже непонятно, успеет ли мать забрать тело мертвого сына из морга, ведь по решению суда она в течение 15 суток должна покинуть пределы России. Как при этом ей искать виновных, как добиваться возбуждения уголовного дела, которое вроде бы возбуждено, хотя официального подтверждения нет, непонятно. Страшная и скупая бытовуха этого хладнокровного детоубийства исключает эмоции. Просто представьте себя на месте матери и отца. Вас заталкивают в камеру, из рук вырывают плачущего младенца. На жалкие попытки возразить, наверняка вы плохо владеете русским языком, отвечают жестко и безразлично. Вы слышите залязгнувший запором дверью камеры удаляющийся плач вашего ребенка и непонятный, ленивый с матерком разговор унесших его людей в сером. О чем? О чем они говорят? Не сделают ли они ему больно? 5 часов ожидания и отчаяния. Вас волокут к судье. Вас выталкивают из суда. Вы пытаетесь узнать, где ваш сын. Вы же не верите в то, что люди – это равнодушные звери, отнимающие у матери и выкидывающие чужого детеныша на помойку. Они, наивно полагаете вы, тоже отцы и матери. Там ведь наверняка и женщины были. Над вами смеются, вас выталкивают и вам не отдают вашего сына. Вы идете домой, приходит ночь, представьте себя этой ночью. А утром звонит телефон, и равнодушный голос сообщает вам на малопонятном языке, что вы можете прийти и забрать вашего мертвого младенца. А суд приказал вам катиться в свой Таджикистан. И вы стоите и смотрите на грязную в трещинах стену съемной квартиры. Что еще добавить к этому? Ума не приложу. В свое оправдание правоохранительные органы назвали предварительную версию смерти ребенка, так называемый синдром внезапной смерти младенцев. Затем появилась версия, что мальчик скончался от острой респираторной инфекции. Однако родители утверждают, что перед тем, как ребенок попал в полицию, он был абсолютно здоров. Синдром внезапной смерти младенцев – болезнь ли это или скорее отговорка? Насколько часто он встречается и можно ли хотя бы после вскрытия доказать его существование? Это может быть, как я могу предположить, что эта проблема в уходе была, да? Просто мамочки некоторые, если это первый ребенок особенно, они могут оставить его одного, да, как-то уложить неправильно спать или кормить она может, да, и заснуть, когда кормила. То же самое может быть то, что инфекции, то, что в роддоме упустили и не выставили ребенку диагноз. И упущение может быть врачей, но не могу, конечно, в определенной ситуации говорить что-то, потому что у меня нет его истории, да, я в буквах мы сказали, поэтому могу предположить только то, что проблема в уходе была.